Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Фейсбук, УКонтакце, здаецца, аднакласнікі сёння не вельмі адгукаюцца на наша імкненне трансляваць нашу стрым-размову з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай. Добрый дзень, спадарня Ганна. Вітаю слухачы вас. Сёння у Палаце прадстаўнікоў у першым чытанні быў прыняты законапраект з праўкамі і дапаўненнямі ў закон аб СМІ. Спадарня Ганна, я ведаю, што вы таксама цэлы спіс такіх сваіх прапаноў накіравалі і ў камісію адпаведную профільную, і, здаецца, ў Міністэрства інфармацыі, але ні вашыя прапановы, ні прапановы, скажем, Беларускай асацыяцыі журналістаў не былі разгледжаныя профільнай камісіяй да першага чытання. Як вы лічыце, гэта не парушае нейкі рэгламент разгляду законапраектаў? Ну, вы ведаеце, што я, на мой погляд, я лічу, што, безумоўна, гэта парушэнне рэгламенту Палаты прадстаўнікоў. С моей точки зрения, в первом чтении рассматривается концептуальное положение закона. Да, безусловно, самое главное, это нужен он или не нужен. Здесь мы давайте уже согласимся с тем, что сказал министр информации, что да, принятие этого закона обусловлено временем. Но, с другой стороны, концептуальными являются и основополагающие принципы, которые заложены в том или ином законодательном акте. Вот я предложила концептуальные изменения в данный законопроект. Я говорю о том, что невозможно внесудебный порядок закрытия или ограничения средств массовой информации. Это прямое нарушение норм действующей Конституции. У нас в Конституции предусмотрена свобода слова, у нас в Конституции предусмотрены иные политические права, у нас в Конституции предусмотрена презумпция невиновности. И никакой государственный орган вне суда не вправе решать, что должно ограничиваться, тем более право на предоставление информации. Поэтому, с моей точки зрения, исключение внесудебного порядка – это концептуальное изменение действующего законопроекта, и он не мог быть рассмотрен в первом чтении без рассмотрения этих правок. Я удакладню. Атрымліваецца, што без зварота ў суд, без рашэння суда Міністэрства інфармацыі можа заблакаваць альбо перакрыць доступ да любога інтэрнэт-рэсурса, і таксама ў законе не прадугледжана, каб уладальнік, скажем, гэтага інтэрнэт-рэсурса праз суд мог добиться разблокировки. И не предусмотрено даже обжалование данного решения. Зараз мы паслухаем, што на два гэтых пытання адказаў міністр інфармацыі Александр Карлюкевич. Дакладней, першае пытанне, чаму без суду блакуюць сайты, чаму праз суд немагчыма разблакавацца. Першае пытанне было ад аднаго з дэпутатаў, другое пытанне ад мяне. Калі ласка. Чем вызвана необходимость сохранения нормы, касающейся внесудебного порядка ограничения доступа к интернет-ресурсу? Ну, во-первых, скорости другие будут. Вот это самое главное, если так коротко отвечать. Потому что если в судебном порядке, то вы же понимаете, просто у нас будут все нарушать, и понимать, что решение будет принято, пусть и в установленном законодательством порядке, но будет принято через длительный отрезок времени. Это первая основа для того, что мы пошли другим путем. Вы патлумачылі, чаму было прынята рашэнне пакінуць это пазасудовае рашэнне аб абмежаванні доступа, блокіроўцы, грубо кажучы. Чаму не прадугледжана праз суд дамагацца разблокіроўкі? Будзем працаваць над гэтым і ўлічваць тыя заўвагі. Дарэчы, хочу сказаць, што вельмі актыўна папрацаваў спадар Бастунец, відаць, і з вашых падказак, і ўнёс прапановы, якія супярэчаць самым многім палажэнням. Вы не думаете, что их трэба было разгледзець хотя б на профільнай камісіі да першага чытання? Звяртайцеся да дэпутата.
Ну вось таким чынам атрымліваецца, што віна дэпутатаў, а дакладней сябраў профільнай камісіі па правах чалавека і сродках масавай інфармацыі, што яны не разгледзелі ні вашы прапановы, ні прапановы Беларускай асацыяцыі журналістаў. Усё ж такі вінаватыя сябры камісіі ці не маглі, можа, яны не паспявалі разгледзець? Я считаю, что да, это их вина в том, что они не рассмотрели. И если я могу еще закрыть глаза на то, что они не рассмотрели, например, предложение Бастунца, потому что я как бы с ними знакома, они как бы не совсем носят концептуальный характер, то мои предложения как субъекта права законодательной инициативы наравне вместе с Министерством информации, они обязаны были это сделать. Тем более я не скрываю того, что и мои предложения мы разрабатывали тоже вместе с Белорусской ассоциацией журналистов. Я очень благодарю эту ассоциацию за помощь в подготовке вот этих изменений. Ведаеце, што яшчэ мне патлумачыў Карлюкевіч, маўляў, нічога страшнага, што да першага чытання ваши прапановы, праўкі не былі разгледжаныя, таму што на першым чытанні прымаецца аўтарскі варыянт законапраекта, а ўжо пры падрыхтоўцы да другога чытання могуць быць у этой аўтарскі базавы праект унесеныя нейкія праўкі. Ці магчыма, вот вы кажаце пра канцэптуальныя праўкі, вот такія канцэптуальныя праўкі на этапе падрыхтоўкі да другого чытання быць унесеныя? Ну, вы знаете, что я поэтому и голосовала против, что я считаю невозможным принятие этого законопроекта в авторской редакции, потому что он не затрагивает вот основных проблем, которые сегодня существуют в сфере массовой информации в Республике Беларусь. Поэтому его однозначно нельзя было принимать в авторской редакции. Ну, добра, маем, што маем. На этапе падрыхтоўкі до другого чытання можа яны прымуць, ці скажуць, это уже порушая авторский вот, как бы, проект? Вы знаете, с них станется сказать и так, но наша с вами задача, чтобы этого не произошло, чтобы эти поправки, если не будут приняты профильной комиссией, то вышли на голосование в овальный зал. Ганна Анатольевна, ваши праўкі не былі разгледжаныя профільнай камісіяй, яны не ўлічаныя на першым чытанні. Міністр інфармацыі прэзентуе свой законапраект, ну, распрацаваны Міністэрствам інфармацыі, правак вашых там няма, не ўлічаныя яны, нават камісіяй не разгледжаная, а вы сядзіце, маўчыце, не задаеце ні аднаго пытання. Так а зачем задавать вопросы, на которые у Карлюкевича нет ответов? Ну, ён бы вам сказал, что аўтарская, ну, вот это вот, что он мне сказал, а вы бы там ему так само что-нибудь, вот цікаво, хотя бы спрэчка была в овальной зале. Да, на сегодня уже, наверное, достаточно было споров в овальном зале. Я считаю, что надо работать, засучив рукава, работать. Таким чынам, зараз асноўная праца по прасоўванню ваших правак, гэта будзе вот на этапе падрыхтоўкі до другого чытання. То есть ёсць магчымасць там далучыцца до працы профільнай камісіі, там ці вот як вы можете паспрыяць таму, каб улічылі вас? Я не то, в данной ситуации уже мы не говорим о возможности, мы говорим о том, что мы это делаем. Мы принимаем активное участие в работе и рабочей группы по подготовке законопроекта, мы работаем со средствами массовой информации, с независимыми средствами, мы работаем с ассоциациями журналистов, с крупными вот порталами. Мы вас приглашаем к работе. До речі, невядома, калі можа быць другое чытанне? Нет, точной информации нету, но вполне допустима мысль, что и в мае, и в июне. Карлюкевич таксама сказаў, што хутчэй за ўсё вот зараз у гэты прамежак да другога чытання ён яшчэ раз правядзе сустрэчу з тым жа самым Бастунцом, з іншымі, па яго словах, людзьмі, арганізацыямі, якія былі задзейнічаны ў падрыхтоўцы нейкіх правак. То есть атрымліваецца, што і вас могуць запрасіць на гэтую сустрэчу, ці павінны запрасіць? Ну, давайте так. Во-первых, я тоже неоднократно до вынесения данного законопроекта в Палату представителей встречалась с Карлюкевичем. Потому что, если вы помните, он еще в ноябре месяце озвучил в клубе редакторов, что вот готовится изменение в законопроекте. Я, кроме того, что встречалась с ним лично, я писала официальный запрос. Скажите, пожалуйста, что же все-таки готовится в проекте закона? Но, к сожалению, даже депутат Палаты представителей не смогла получить внятного ответа. Вот. Но возвращаемся к тому, что работа сейчас заключается именно в том, чтобы найти поддержку тем
изменениям, которые предлагаю и я, которые предлагает Белорусская ассоциация журналистов. И мало того, что меня обязаны пригласить на рассмотрение моих поправок, я сама буду активно участвовать в заседании каждой рабочей группы. Что вам трэба зрабіць для того, каб ваши праўкі былі, ну скажем так, станоўча успрыняты сябрамі профільнай камісіі? Трэба вести некие кулуарные гульни, там, блоки? Да нет, я больше чем уверена, что в любом случае принятие данного законопроекта будет политически мотивированным решением, и, наверное, какие-то кулуарные вопросы или там дебаты вряд ли смогут воздействовать на это решение. Но я могу сказать, что изменение общей ситуации в стране, когда у нас получится такой сильный средний класс, которому нужно будет вот эти все политические права и свободы, которому захочется свободно зайти в интернет, свободно выйти на площадь там, и покритиковать правительство, и президента, палату представителей, или, может быть, тогда уже будет парламент, вот тогда у нас произойдут изменения в стране, и тогда надо будет потратить намного меньше усилий, чтобы внести изменения в политический закон. Я вернуся до слов, сказанных спадаром министром в отказ на пытанне вашего коллеги-депутата про блокировку без суда. Его аргумент, ну, как худшей было. Аргумент варты уваги? Безусловно, нет, потому что у нас есть, например, пример того, что в рамках избирательного процесса судебное разбирательство проходит в течение 3 дней. Но, с другой стороны, у меня к министру информации есть вопрос, а что вы сразу всех предполагаете, что все будут нарушать? Или все-таки вы говорите о том, что вы работаете в правовом поле, и в правовом поле у вас все добропорядочные и граждане, и ресурсы, и все соблюдают закон. Принцип добросовестности и разумности правоотношений никто не отменял, как и принцип презумпции невиновности. Как вы можете заранее предполагать о том, что ваши средства массовой информации или интернет-ресурсы будут что-то нарушать? Вы сами, господин министр, этим нарушаете закон. Сама вот тое, что такая норма есть у гэтым проекте закона, гэта уже, ну я не ведаю, там, порушение, как правильно сказать, презумпции невиноватости. Да, это нарушение основополагающих принципов, которые предусмотрены и Конституцией Республики Беларусь, и гражданским законодательством, да и Европейской конвенцией по правам человека. Но мы вот взялись только, например, за один вопрос, который вот так наяву, да, оказался. Но давайте смотреть, например, ведь этим законом еще вносятся изменения в административный кодекс, да, и вносится наказание. Так вот, наказание для государственного органа, который совершил какую-то ошибку, всего лишь 50 базовых величин, максимальное. А наказание для средств массовой информации 500 базовых величин. О каком равенстве мы можем говорить? Мы перервемся на невеличкую паузу. Там уже наши коллеги падрыхтавалі короткі выпуск навінаў. Я нагадаю, что с депутатом Ганнай Канапацкай мы абмяркоўваем прыняты сёння палатай прадстаўнікоў у першым чытанні законопроект с правками и дапаўненнямі ў закон об СМИ. В студии с вами Зміцер Лукашук. Слухайте працяг размовы. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Поп забыл, рок не выжил. И я проснулся. В этой фантастически красивой и предельно честной стране с очень мягким климатом, что так полезен и тебе, и мне.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю у студыі Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Завершанае расследаванне па рэзананснай справе Александра Коджача, які загінуў у Пячах на пачатку кастрычніка летась. 3 сержантаў 3-й вучэбнай танкавай роты вінавацяць у давядзенні салдата да самагубства, але маці радавога Святлана Коджач не згодная з вынікамі расследавання. Звязаныя ногі і майка на галаве. Няўжо гэта самагубства? Святлана Коджач будзе дабівацца сустрэчы з Лукашэнкам. Сёння Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу ў першым чытанні прыняла змены ў закон аб СМІ. За законапраект прагаласавалі 98 дэпутатаў, супраць двое не галасавалі. Прадстаўляў праект міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч. Еўрарадыё запыталася ў міністра, як ён ставіцца да пазасудовай блакіроўкі сайтаў. Спадар Карлюкевіч падзаконныя дзеянні падтрымаў, і вось як ён іх падтлумачыў. Ну, во-первых, скорости другие будут. Вот это самое главное, если так коротко отвечать. Потому что если в судебном порядке, то, вы же понимаете, будут все нарушать, понимать, что решение будет принято, пусть и в установленном законодательством порядке, но будет принято через длительный отрезок времени. Это первая основа для того, что мы пошли другим путем. Заявил Карлюкевич. У Беларусі запусцілі новы сервіс з інфармацыяй пра чэргі на мяжы на сайце Дзяржаўнага памежнага камітэта. Можна там пабачыць графікі з інфармацыяй пра колькасць грузавікоў ды легкавікоў, перад пунктам пропуска даведацца пра штодзённую сярэднюю велічыню чэргаў і пра змены кожную гадзіну. Адзначаецца, што гэтае новаўвядзенне дапаможа зэканоміць час. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай мы абмяркоўваем прыняты ў першым чытанні законапраект з праўкамі і дапаўненнямі ў закон аб СМІ. Ганна Анатольевна, законопроект прыняты, але калі я пацікавіўся у таго ж самага міністра інфармацыі пра тое, што чаму ў законапраекта не прадугледжвае магчымасць праз суд дамагчыся разблакіроўкі сайта, ён сказаў, будзем яшчэ прапрацоўваць гэтае пытанне. Таксама я так разумею, што ёсць іншыя шмат таких пытанняў, якія яшчэ давядзецца прапрацоўваць, таму што яны супраць ананімнасці в інтэрнэце, каментары, каб напісаць, трэба нейкую ідэнтыфікацыю прайсці, але як это будзе працаваць, таксама невядома, маўляў, будзе нейкі падзаконны акт яшчэ прымацца. Пра што гэта сведчыць? Законапраект сыры ці проста звычайная практыка, дапрацоўка? Да, безусловно, законопроект принимался однозначно в каком-то очень спешном режиме. И я не могу понять, чем вызвана вот эта спешка. Потому что, смотрите, в ноябре, в конце ноября министр заявляет о подготовке законопроекта. Он не выносился на обсуждение никаким профессиональным сообществом. И здесь в апреле его уже выносят на обсуждение. При этом заявляется о том, что перелопачен огромный опыт там из зарубежных стран, и европейских стран, и учтены чаяния и веяния белорусского общества, но я этого не вижу. И самое главное, что еще у меня возникает вопрос при принятии, например, этого закона, а понимает ли сам министр информации и вообще понимает ли, например, Министерство информации в его лице о том, что этот законопроект вообще средства массовой информации может быть огромным экономическим рычагом для развития, например, экономики в Республике Беларусь. Потому что давайте мы с вами посмотрим там список Forbes, и мы увидим, что медиамагнаты входят в тройку, а иногда в пятерку и в десятку самых богатых людей мира. И сегодня, когда вся экономика Беларуси настроена на либерализацию отношений, да, вот такой огромный кусок экономического пирога попадает под жестокие рамки ограничений, да? Как такое может быть?
То есть вы хотите сказать, что закон, ну я не ведаю, обмяжоўвае журналистов, СМИ? Я хочу сказать, что данный закон делает непривлекательным белорусское медиапространство для привлечения инвестиций. И поэтому говорить, например, о каком-то увеличении контента белорусского будет очень тяжело, потому что у нас не будет денег. Говорить об увеличении средств от рекламы... Ганна Анатольевна крыху хворая, ледь говорить, але... да, и я, видать, заразился, але все-таки пришла до наш эфир, потому что болючее питание. Да. Выбачайте, да, мне с голосом не... Да, и вот, да, извините, я возвращаюсь к тому, что, да, что на самом деле, посмотрите, телевидение, печатные издания, газеты, они являются огромными возможностями для иностранных инвестиций и для развития, для получения доходов. Это огромный доходный бизнес, который во всем мире, еще раз мы говорим о том, что люди, владеющие этим бизнесом, входят в число самых богатых людей в мире. Почему мы не хотим провести либерализацию нашего рынка средств массовой информации, чтобы он стал привлекательным для инвестора, чтобы люди зарабатывали? До речі, вельмі цікавы такі нюанс. Я не ведаю, ці звярталі вот вы ў сваіх, калі рыхтавалі праўкі на гэта. Некалькі дзён таму был складзены протакол на аднаго журналіста-фрилансера за тое, што ён рабіў стрым на сваёй старонцы ў Фейсбуку. За это на яго склалі протакол, вінавацілі яго ў незаконным вырабе прадукцыі СМИ. А когда Facebook стал средством массовой информации? Тым-то ўся і рэч. Ну, калі я спытаўся у міністра інфармацыі сёння, вот як ён ставіцца да гэтага пытання і ці неяк прапісана гэта ў законапраекце, таму што міліцыя хоча караць за стрымы ў Фейсбуку, а мы лічым, што Facebook не СМИ, и поэтому караюць нас незаконна. Александр Карлюкевич сказаў, што я стаю на пазіцыі Міністэрства ўнутраных спраў. Атрымліваецца, што за стрымы трэба караць, але гэта не прапісана яшчэ вот у гэтым законапраекце. Ці не думаеце, што это можа з'явіцца такая вот прописка вот это, скажем так? Я хочу сказать, что Министерство внутренних дел не является органом, который проводит государственную политику в сфере средств массовой информации, и поэтому их вмешательство в деятельность вот журналистов недопустимо. Дзіўны такі даволі каментар прыйшоў ад Сергея Гардзевіча, які ўвогуле как бы піша такая: а хто такая Канапацкая? Ну, адразу патлумачу, што это дэпутат палаты прадстаўнікоў, ёй дазволілі быць там, і гэтага дастатачна. І ўвогуле вельмі глупая дыскусія, хто б пасмеў не прыняць гэты законапраект. Ну, 2 человека были против, один из них вот я. Посмело. Ну, а ўвогуле вы глядзелі, может быть, по настроях депутатаў, вот наколькі сур'ёзна яны паставіліся да гэтага законапраекта, наколькі яны разумелі, што гэта дзесьці абмежаванне, я не ведаю, там, свободы слова, не свободы слова, но... Нет, вы знаете, я думаю, что, во-первых, да, депутаты достаточно, с моей точки зрения, ответственно подошли к этому законопроекту, но очень однобоко. А не все считают, что данный законопроект абсолютно правильный, что да, надо ограничивать, что интернет это скорее зло, чем добро. Вот. Но я считаю, что в принципе у нас вот в Палате представителей вот как-то работа не налажена достаточно четко, потому что только вчера, например, где-то в районе 12, мы получили информацию о том, какая же будет повестка дня заседания на сегодня. И по большому счету времени на ознакомление с законопроектами практически не было. Потому что, например, последний законопроект, ну, правда, это законопроект о ратификации соглашения, я получила сегодня утром. И честно вот признаю, что да, я так... пробежала его наискосок. Ведаеце, я сёння нават ад аднаго са сваіх калег, калі мы вот былі у Палаце прадстаўнікоў, пачуў па
выніку таго, як было вот разгледжана гэта законапраект аб праўках у СМІ, пачуў такія словы. Дык а што ж вот гэта Канапацкая так вот неяк так абыякова паставілася, не выступіла, не падняла там скандал, у Фейсбуку дык яна выступае і распісвае пра свае праўкі, якія яна прапаноўвае, якія яны добрыя, а зараз нічога не адстаивае. Я, правда, слаба себе уяўляю, што там вот што вы павінны былі зрабіць, там кинуться там Карлюкевича схапить там за грудки ці что, ну вот реально вот вы могли неяк там все ж таки, ну я не ведаю там забастовку, голодовку объявить и каб спыніць процесс прыняцця ў першым чытанні? Я думаю, что я, конечно, могла, если бы видела смысл в этом, но я не считаю, что в этом есть смысл. Кроме того, часть вопросов, которые, например, я бы хотела озвучить, были озвучены другими депутатами. Вопрос в том, что нам с вами надо в дальнейшем делать, чтобы все-таки такой законопроект в таком виде не дошел к второму чтению. И что вот конкретно, все ж таки, мы уже больше-меньше обмерковали, но вот, скажем, есть у вас таки логистичный план конкретно, что завтра я вот роблю тое, послезавтра старшині комиссии я вот напишу такую вот папиру. Я вам больше скажу, что с руководителем комиссии Наумовичем у нас давний спор по поводу свободы слова еще с первого дня заседания, да, Палаты представителей, когда я у него спросила, что же он собирается делать как руководитель комиссии для того, чтобы обеспечить в Беларуси свободу слова и право граждан на доступ к любой информации, которая не запрещена законом. Ведаеце, увогуле для мяне было дастаткова, ну, паказальна з аднаго боку, з другого боку дзіўна, калі учора мне старшыня вот комиссии по правах человека и сродках массовой информации спадар Наумович сказал, что уже на наступный день, 19 числа, будет разглядаться законопроект гэтай аб СМИ у першым чытанні, и я сказал про гэта вам. Вы были в шоку, вы не ведали гэтага. Вот як такое магчыма, что сёння депутат не ведае, что завтра будет вот такі законопроект абмяркоўвацца? Вот я вам рассказала о том, что это вот, возможно, что вот так построена работа Палаты представителей, что депутат за день до сессии может не знать повестку дня сессии. Причем депутат, який рыхтаваў праўкі до этого законопроекта. Да, депутат, который, как говорится, держит руку на пульсе, да, который отслеживает. И как минимум я ждала, что будет заседание рабочей группы. Потому что, еще раз повторяю, что с моей точки зрения эти правки носят концептуальный характер. Потому что закон в авторской редакции не должен был быть принят. Потому что он не затрагивает основополагающих принципов свободы слова. Гэта такая звычайная вот практика, то есть не только с гэтым законопроектом, за які вы так конкретно уцепились, але и у остатних с остатними законопроектами та же ситуация. За день вы не ведаете, что будет завтра, там послезавтра. Да, у нас есть общий перечень вопросов, которые вносятся в повестку дня сессии, но вот сегодня наше заседание началось с того, что повестка дня сессии была дополнена 4 законопроектами, 2 из которых были вынесены сегодня к рассмотрению. И еще раз повторяю, что формально у нас было там пару часов для того, чтобы с ними знакомиться. Завершается наша программа. Я, подводячи вынікі, просто просьба, все ж таки, яшчэ раз пройстися коротко по 2 основных пытаннях. Реально, на этапе падрыхтоўкі законопроекта до разгляду ў другім чытанні можно что-нибудь зрабіць? Можно настоять на тым, каб ваши правки были улічныя? Да. Вы гэта будете рабіць? Да. Я очень даже надеюсь на вашу помощь в этом. Усімі доступными сродками будете. И законными. Законными. Ну, гэта самое галоўнае. Будем спадзявацца, что до другого читания будет еще и посяджение профильной комиссии. Я думаю, не одно. Я думаю, что рабочая группа, и я буду присутствовать на рабочей группе. И если вас не пригласит профильная комиссия, можете обратиться, и я вас приглашаю. Ну, я уже маю обяцанне от старшыні комиссии, что меня запросят. Поглядим, наколькі спраўдзіцца гэтае абяцанне. И сустрэча с министром будет. Ну и еще одно на заканчэнне другое пытанне. Калі законопроект будет прыняты и ў другім чытанні у такім выглядзе, які он ёсць сёння. Ну, магчыма, дададуць яшчэ такія нормы, як пакаранне
галасаванне за стрым у Фейсбуку там ці яшчэ вот что-нибудь такого. До чего это приведет? А давайте будем оптимистами и говорить о том, что закон выйдет с правками, когда Министерство информации запретят внесудебный порядок блокировки сайтов, и когда нашим средствам массовой информации разрешат обжаловать решение Министерства информации. Мы же с вами смотрим в будущее, мы же с вами смотрим на то, чтобы жить в процветающей демократической стране, которая уважает политические права и свободы. Дзякуй вялікі. З вами у студыі працаваў Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях сёння была Ганна Канапацкая, дэпутат Палаты прадстаўнікоў і сябра Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Мы абмяркоўвалі прыняты сёння 19 красавіка у першым чытанні законапраект з праўкамі і зменамі ў закон аб СМІ. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.